Йоу-йоу-йоу, всем привет! И я решила записать это видео, потому что я решила, что так будет лучше, что вы будете меня больше понимать, узнавать, вообще представлять. Вот мой говор, мой голос, мои слова, когда я что-то пишу или отвечаю вам в комментариях. И поэтому я записываю это видео чисто, чтобы поговорить, рассказать что-нибудь интересное из своей жизни. Меня зовут Лейна. Я певица, у меня есть свой альбом, да, я так знакомлюсь. Если хотите послушать мои песни, можете просто набрать в Яндексе или в ВКонтакте Лейна, через пожалуйста. Вот, и можете послушать что-нибудь. Что насчет клипа? Вот мне здесь пишут, как ты относишься к хейтерам? И я отношусь к ним хорошо, потому что они потратили свое время, посмотрели мой клип, написали комментарий, хоть он и не очень хороший, но все же любой отзыв и любая обратная связь для меня очень важна, и поэтому на некоторые я обращаю внимание, на некоторые нет, но если это субъективно, то есть они если написали какой-то минус, и я согласна с этим, то в следующий раз просто я постараемся это исправить. Вот. Следующий вопрос. Когда приедешь в Саратов? Мне написали. Организационными моментами я вообще не занимаюсь, поэтому я не знаю. У меня есть свой продюсер. Если вы меня там ждете, я ему передам, что вы меня там ждете. Вот, а так что вот многие мне пишут, мы тебя ждем там, мне безумно очень приятно, потому что вы этим показываете, что люди, которые слушают меня, расположены очень далеко друг от друга, но при этом нам это не помеха, нам это не проблема, и мы вместе вот такая дружная семья. Вот мне пишут, читаешь ли ты фанфики? Фанфики я читаю. Ну, если я замечаю у себя там в уведомлениях, где меня отметили, то что там, например, глава 13, да, мне безумно приятно то, что кто-то сидит, сочиняет историю, да, которая связана со мной. Я читаю и не понимаю, историю, и мне приходится перечитывать все, и поэтому фанфики, которые я встречаю, я читаю, мне просто интересно, как вы меня представляете, в какой роли вы меня там ставите, и мне это безумно интересно. И, кстати, я вот заметила одно, что в фанфиках мне всегда становится плохо. Вот, я не знаю, с чем это связано, но это так смешно. Я захожу на один фанфик, там типа Лейна потеряла обморок. В следующий фанфик. Лейну увезли в больницу, ей стало плохо. Я думаю, какая я слабая. На самом деле это очень круто, что вы представляете и вообще подаете меня вот такой вот женственной, слабой девушкой, потому что это круто. И поэтому всем огромное спасибо, кто сочиняет эти фанфики, и спасибо админам, конечно же. Как ты относишься... Есть ли у тебя парень? Нету. Так, следующий вопрос. Нравится ли тебе Казань? Казань — город, который подарил мне много возможностей, который подарил мне все то, что сейчас у меня есть. От тех людей, которые находятся здесь, много воспоминаний связаны с этим городом. И я безумно счастлива от людей, с которыми я встретилась в Казани. Вот. А вообще, раньше, когда в детстве я еще пела в разных коллективах, мы приезжали в Казань на конкурс, и мы проезжали в Казани вот на большом таком автобусе, и мы все вот стучали прям в окно, махали всем «Привет, казанцы!» Для нас это было просто что-то, вот лично для меня, я не знаю, как для других, но по эмоциям, которые у них были, я делаю вывод, что для них офигеть, мурашки. Офигеть. У меня серьезно мурашки от этой истории, потому что
Казань — город моей мечты был, и я всегда мечтала жить здесь. Для меня это казалось как за границей. И прежде чем переехать в Казань, я очень переживала, как я вообще в таком большом городе одна, маленькая, учиться приехала, как найти друзей, как начать вообще общаться. Я очень переживала, но в пути моей казанской встретились очень хорошие люди, которые меня поддерживали. Я нашла много друзей, к сожалению, с которыми я уже сейчас не общаюсь. Вот, но это по стечению обстоятельств уже. И даже несмотря на то, что мы сейчас не общаемся, я безумно скучаю по временам, когда мы были вместе, смеялись, дурачились. Я знаю, что не нужно скучать по прошлому, я знаю, что не нужно жить прошлым, и что это самое плохое для души. Когда ты живешь прошлым, не можешь иметь настоящего и будущего. Поэтому я с улыбкой на лице вспоминаю эти времена. И я бы, если честно, вернулась бы на 3 часа где-то, наверное, в это время, встретить этих людей, пообщаться с ними, как раньше, сказать им то, что не успела им сказать. Ну, вот так вот происходит в жизни, не только у меня и вообще у многих, поэтому я не расстраиваюсь, и я счастлива и рада тому, что сейчас есть у меня. Знаешь ли ты по-татарски? Татарча әлбәттә сөйләшәм, күп кеше мине татарча белми дип уйлый. Инде менә мине белмәгән килештәген комментарида язалар. Ладно, хоть акцент в песнях убрали, а то она вообще не понимает татарский. То есть человек, который абсолютно меня не знает, пишет неправду, и другие люди этому верят. Я не знаю, почему люди очень плохо некоторые относятся ко мне. На самом деле я очень люблю дружить, общаться. И я была бы рада увидеть каждого из вас, обнять, пообщаться, посмотреть в ваши глаза, узнать о ваших мечтах. Ну, вот такое короткое видео у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось, потому что мне сейчас нужно бежать в магазин, купить что-нибудь покушать, потому что утром я купила творог. Я, кстати, люблю молочку, а вы? Вот, и я думала, мне хватит этого. Но я кушать на самом деле не хочу, но просто я знаю, что я потом захочу кушать. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Я безумно вас люблю и читаю каждый ваш комментарий, неважно, он ВКонтакте или в Инстаграме. Мы вместе огромная семья. Я рада, что мы с вами познакомились. Напиши, пожалуйста, свое имя, сколько тебе лет и из какого ты города, чтобы я знала вас на лицо всех. И поэтому всем огромное спасибо, всех люблю.